То есть это были такие звезды, да, журналистики, и в то время, и сейчас, ну, тем более. Тепличная девочка, которая была большая всемирная библиотека дома, да. И вот прям помню, я плакала от радости, и эту газету сразу нам закрыли. Хорошо хулиганили. Тяжелый вот период обострения пандемии, да. Я всегда знала, что я, в принципе, бесстрашная, да, под Вивальди работать, да, или там под Моцарта. Мальчик и мальчик. Я мамочка-наседка. Ну, не знаю, так сентиментально. Вот пусть вот все мечты, которые есть у наших детей, сбывались бы. Вот это моя мечта. Гульнура Таралиева, медиаэксперт. Папа у меня инженер-строитель, мама преподаватель, учитель и юрист. Ну, не знаю, мне кажется, многим кажется, что их очень странно одевали, там, странно подстригали. Вот. Backstreet Boys, да, мне нравились песни. Вот, Иванушки, Руки вверх мы слушали. В школе я работала в школьной газете, да, в лагере я работала радиодиджеем. То есть, в принципе, это все очень было близко. Я выбрала журналистику, но, в принципе, мне всегда очень нравилась эта профессия. Я хотела стать блогером, когда это не было мейнстримом еще. Вот. До 18 лет я была такой очень тепличной девочкой, которая была большая всемирная библиотека дома, да, читала книжки, поливала цветочки, вот, и родители, они вот прям так тряслись. В моей группе учились такие девочки, как Дина Маслова, Наталья Кролевич, Евгений Печурин. То есть это были такие звезды, да, журналистики, и в то время, и сейчас, ну, тем более. У нас была очень веселая группа, и все были очень наглые, да, в хорошем смысле слова, и вот мы хорошо хулиганили. То есть очень такие глубокие споры с преподавателями, да, были, отстаивание своих прав где-то. Но мы выпускали газету на английском языке, и вот, ну, хулиганством было написать про потерю девственности, да, сколько оно стоит в Кыргызстане, и эту газету сразу нам закрыли. Самокопание такое в хорошем смысле, да, рефлексия, саморефлексия, она не позволяет мне сказать, что вот ты пришла к тому этапу, да, к которому ты хотела, да. Я все время смотрю, насколько мне каждый этап, он помогает расти духовно, интеллектуально, да, как личность. То есть, ну, для меня это первично. Мы с мужем же достаточно ленивые люди, как оказалось. Он жил на 2-м этаже, я на 7-м этаже. Вот так мы познакомились, потому что мы живем в одном подъезде, как бы с соседями же знакомиться. Да, 2 детей, 2 мальчика. Мальчик и мальчик. Ну, у меня такое спортивное хобби, я занимаюсь теннисом. Все свободное время я провожу со своими детьми. Я мамочка-наседка, то есть я, в принципе, всегда с детьми, даже работаю с детьми. И вот результат такой, что вот 10-летний ребенок у меня посетил уже 27 стран. То есть это уже говорит о том, да, насколько вот мы тесно даже путешествовали, ездили в общие поездки. А вот 5-летний он посетил 19 стран. Ну, я такая сова. То есть я поздно ложусь спать, я могу ночью работать, вот, и днем, в принципе, мой организм, он ближе к 12 просыпается, и в 12 я более функционально становлюсь, да. Моя хорошая привычка – это все задания, всю работу выполнять ровно в ту же минуту, когда я их получила. Я никогда не откладываю, не прокрастинирую, не страдаю. То есть вот мне нужно сделать, я сажусь и сразу делаю.
я не разговаривала бы о личных взаимоотношениях с близкими людьми, да. Как человеку идейному больше нравится обсуждать идеи. Последний тяжелый период был связан с пандемией. Это когда у меня и семья вся болела. Очень много знакомых людей погибли за это время. Очень много родственников в реанимации оказалось. Но вот последний он как бы и запомнился мне ярче, да, в плане того, что он свежий, но он был достаточно тяжелым. Тяжелый вот период обострения пандемии, да. Когда мой первый сын родился, да, второй счастливый момент, когда второй сын родился, вот, я очень радовалась, я помню, как ребенок, когда я выиграла стипендию на учебу в Лондон, я вот прям помню, я плакала от радости. Мне нравятся вот фильмы про животных, да, вообще, когда герой животное, собака, да, там, мне очень нравится, но не знаю, так сентиментально. Тяжело понять, почему ты можешь любить, например, что делает Чернышевского, да? Или Анну Каренину, да, или «Войну и мир». В принципе, я очень люблю русскую классику. Когда я работаю, мне нравится слушать классическую музыку. Вот я за собой замечаю, что у меня вот работоспособность растет, да. То есть я вообще могу под Вивальди работать, да, или там под Моцарта. То есть вот там, где вот есть такой накал, да. Могу пожертвовать своим временем, своим здоровьем и даже своей жизнью для ближнего. Вот это для меня было большим откровением, то есть я всегда знала, что я в принципе бесстрашная, да, то есть вот в это во мне было, но я еще раз убедилась еще раз, что все-таки есть во мне вот эта смелость, бесстрашие и есть стремление жертвовать собой ради других. Все-таки я считаю, что политики – это люди, которые должны уметь жертвовать собой. То есть это такая профессия, которая не просто, да, вот full-time с 9 до 6. Это профессия 24/7. Ты служишь людям, да. Я иду в политику, потому что я как раз почувствовала, что я готова. Ни раньше, ни позже, да, вот сейчас. В первую очередь сбывались мечты детей в Кыргызстане. Вот пусть вот все мечты, которые есть у наших детей, сбывались бы. Вот это моя мечта. То есть пусть у них будут все те возможности, о которых они мечтают, да? Пусть у них будет всегда выбор. Пусть будет у них хорошее образование, хорошее здравоохранение в первую очередь, а остальное вот как бы им приложится.